Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад принимать участие в этой конференции. Мы уже давно сотрудничаем с башкирскими коллегами, и у нас сложилось с ними очень хорошее взаимопонимание по многим вопросам. Говорим о сибирских татарах. Сибирские татары – это коренной народ Западной Сибири. Они проживают в Курганской. Да. Может быть, вам микрофон? Есть, тогда включу. А вот это не включается? Давайте. Итак, сибирские татары – коренной народ Западной Сибири. Они проживают в Курганской, Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. По оценочным данным, в России насчитывается около 300 тысяч сибирских татар. Более 230 тысяч проживают в Тюменской области. Почему по оценочным данным? Потому что переписи, к сожалению, не показывают истинного положения вещей. Люди по привычке, по уже такой устоявшейся традиции записываются просто татарами. Но в 2010 году был вопиющий просто случай, когда, переписчики, лично мне переписчица сказала, что нам сказали татар не делить. Поэтому даже если люди говорили, что они сибирские татары, их все равно записывали просто татарами. А все обращения в комиссии, вернее, на горячей линии, они ни к чему особому не привели. На сегодняшний день имеется достаточное количество научных работ, посвященных сибирским татарам, их этногенезу, этнической истории, происхождению, становлению языка, традиционной духовной и материальной культуре. Прежде чем перейти к проблемам современным, я хотел бы коснуться немножко истории изучения сибирско-татарского языка. Начало изучения языка сибирских татар было положено на рубеже 18-19 веков, именно в Тобольске. Первый опыт составления грамматики и словарей тобольских татар был предпринят священником Иосифом Гигановым, учителем татарского языка в Тобольском главном народном училище и в Тобольской духовной семинарии. Им были составлены грамматика татарского языка, словарь российско-татарский. Учеником Гиганова Ниятбакой Атнаметовым был составлен букварь арабского и татарского письма. Здесь говорится просто татарского, но это все материал был собран именно в Тобольске и в юртах, которые располагались возле Тобольска. И рецензентами, консультантами Гиганова выступали муллы. Он обращался к муллам, которые корректировали то, что могли скорректировать, где-то он неправильно что-то услышал, неправильно записал. Продолжением работы Гиганова, такой своеобразной, стало в начале 20 века, то есть буквально через 100 лет, одно из направлений деятельности Тобольской противомусульманской миссии под руководством известного миссионера Ефрема Елисеева. Елисеев занимался сначала просвещением и распространением православия среди казахов. А в 1901 году он был назначен начальником противомусульманской миссии в Тобольске. То есть опыт у него такой достаточно был большой, общение с тюркским населением. Сам он кряшен по происхождению. Для оказания помощи миссионерам в совершенствовании навыков проповедничества, а также новокрещенным для укрепления их в вере, было выпущено около десятка книг. Это в начале 20 века именно противомусульманской миссии. В их числе краткий русско-татарский словарь, русско-татарский разговор, русско-татарская азбука. И что интересно, здесь такая реплика к докладу первого нашего докладчика. В русско-татарском разговоре указывается, там идет столбик на русском языке вопросов и ответов и столбик на сибирско-татарском. Вопрос: кем син? Кто ты? Мин Нугай. Он отвечает. Сибирско-татарин отвечает: Мин Нугай. Бухарец отвечает: Мин Нугай Туэль. Мин Сарт. То есть так именно самоназвания были у тобольских татар, во всяком случае, в начале 20 века еще сохранялись Нухай и Сарт. Целенаправленное изучение научное языка сибирских татар началось во второй половине 19 века трудами российского востоковеда-тюрколога Радлова. В своих поездках по Сибири он собрал выдающийся лингвистический материал, в том числе у западно-сибирских татар.
К сожалению, в первые десятилетия советской власти наследие Радлова не было оценено по достоинству, как не поднявшегося, как писали, значит, вот, выше уровня буржуазных ученых царской России. В последнее время, в 2017 году, наследие Радлова все-таки так вот освещается достаточно хорошо. И в Казани Фарид Юсупович Юсупов в третьем томе антологии фольклора сибирских татар переиздал тексты, записанные Радловым. В 2017 году этот третий том вышел. Этнографическое исследование быта и культуры сибирских татар, именно этнографическое, началось в 40-е, 50-е годы 20 века. То есть целенаправленных таких вот научных этнографических исследований сибирских татар практически выявить не удается. Какие-то отдельные, так сказать, были, но они именно такой методичности не имели исследования. Вот. В 1948 году к сбору этнографической коллекции по сибирским татарам Тюменской области приступил сотрудник МАЭ, значит, Музея археологии и этнографии Храмова, отметившая, что татары именно в Тюменской области изучены этнографически очень слабо. А заболотные – это отдельная такая этнографическая группа, очень интересная, заболотных татар. Заболотные совсем не исследованы. Первая экспедиция была у нее именно к заболотным татарам, где она выявляла особенности, значит, их говора, их культуры, их быта. Начиная с 50-х годов на язык сибирских татар обратили внимание лингвисты. Уже такое пристальное такое внимание было. С чем это связано? Значит, работа Сталина, значит, о языкознании, как известно, марксизм и языкознание, она дала такой мощный толчок, ну, можно сказать, административный такой толчок, значит, для попыток навести порядок в языках и как-то привязать языки к народам. И сталинская политика была такова, что один народ, один язык. И вот, к сожалению, так вот досталось наследие вот этой политики всем народам, которые себя когда-то татарами называли. Это вот крымские татары, это астраханским нагайцам, значит, собственно, казанским татарам и сибирским татарам. Вот. Если они называют себя татарами, значит, у них должен быть единый язык. А все диалекты должны постепенно отмереть. Вот это все вот у Сталина в этой работе отмечено. Эти тезисы были подхвачены казанскими лингвистами в 50-е годы. И в словарях, значит, даже в диалектологических словарях в предисловии они об этом писали и цитировали полностью вот эти вот тезисы Сталина. Так вот, работу стал проводить именно в Сибири, в Тобольске, известный тюрколог Габдулхай Хурамович Ахатов. Автор классификации тюркских языков через призму теории алтайской языковой семьи. Через много лет после Радлова он снова показал, что в языке сибирских татар имеется такое явление, как цоканье, указывающее на присутствие в его составе половецкого кыпчакского компонента. Начиная с 50-х годов в высших учебных заведениях Тюменской области начали готовить педагогов для татарских национальных школ. В Тюменском педагогическом институте в 50-м году был открыт факультет для подготовки учителей русского и татарского языков и литературы. В 1953 году он был переведен в Тобольский педагогический институт имени Менделеева. И вот уже с 1951 года Габдулхай Ахатов, прибывший в Тобольский государственный институт, создал новую кафедру татарского языка и литературы. Он организовал не только преподавание студентов татарского языка и литературы, но и развернул работу по изучению диалектов сибирских татар. Преподавание здесь велось на основе, опять же, как я говорил, сталинской доктрины «один народ, один язык». Поэтому преподавался татарский литературный язык. На татарском отделении факультета велась подготовка учителей татарского литературного языка и татарской литературы, а на русско-татарском учителей русского языка и литературы для национальных 8-летних средних школ области. То есть учились татары, которые, значит, вот пытались которые должны были, как бы, в татарских национальных школах рассказывать о русском языке, о русской литературе татарским детям. За 12 лет работы, с 1953 по 1965, эти два отделения подготовили в общей сложности 250 учителей русского и татарского языков и литературы. И со временем, по всей видимости, потребность в учительских кадрах в татарских школах была быстро исчерпана. И в 1959 году закрылось татарское отделение, а в 1965 русско-татарское.
И такой большой отрезок времени остался практически ничем не заполненным. И возрождение татарского национального образования в Тюменской области началось после перестройки. В 1989 году при Тобольском педагогическом училище было открыто татарское отделение, а в 1990 году русско-татарское при Тобольском педагогическом институте. В 1993 году первая татарская группа была набрана на русско-татарское отделение филологического факультета Тюменского государственного университета. Этот порыв был поддержан правительством Республики Татарстан, а также историками и филологами Республиканской академии наук. На развитие образовательных программ по татарскому литературному языку в Тюменской области из Казани выделялись гранты, образовательные учреждения обеспечивались учебными и методическими пособиями. Однако это не принесло значительных результатов. В течение 20 лет русско-татарское отделение выпускали учителей татарского языка и литературы, но с каждым годом все меньше и меньше. К 2010 году набор на первые курсы отделений снизился настолько, что были приняты решения об их закрытии. В 1970-е годы в Тюмени начала складываться лингвистическая школа, вот именно по татарскому языку. И на первых порах изучался именно язык сибирских татар. И Диляра Тумашева, известный филолог, она создала словарь именно сибирско-татарских диалектов. Она воспитала целый ряд учеников, которые продолжили во многом ее дело. Это и Ханиса Чевдатовна Алишина, и другие, которые занимались тюменскими говорами, даже заболотным говором, некоторые изучали заболотный говор. В 80-е, 90-е годы изучение сибирских татар началось в научных и высших учебных заведениях города Омска. В первую голову, конечно же, надо отметить Фуата Тачахметовича Валеева и Николая Аркадьевича Томилова. О проблемах языка писала София Мунзировна Исхакова, это супруга Фуата Тачахметовича. То есть они вместе такую большую очень работу по сибирским татарам проводили, и везде писали, что сибирские татары – это отдельный народ, что язык у них самостоятельный. Приводили много аргументов в пользу именно этого. В Омске сформировалась научная школа под руководством Николая Аркадьевича Томилова. Ученики Томилова под его руководством на протяжении многих лет проводили исследования среди сибирских татар, но в основном в Омской, Томской и Новосибирской областях. Тюменскую область они почти не затрагивали, только Куст, который был связан исторически с татарами Омской области, там Курдакско-Саргатская группа. И в 90-е годы Тобольск тоже, как говорится, не мог остаться где-то в стороне от этих проблем, и изучение сибирских татар проводилось и в Тобольском педагогическом институте, и в музее, Тобольский музей-заповедник. Там тоже были ученые, которые проводили довольно большую работу, и они организовывали студенческие экспедиции к татарам различных групп. Материал был собран интересный, но постепенно все это тоже пришло немножко в упадок. Историческое образование сейчас в Тобольске, к сожалению, уже практически никакой роли не играет. Ведущие ученые разъехались по разным городам, и в Екатеринбург, и в Тюмень, и в Москву, и в Санкт-Петербург, поэтому сейчас, к сожалению, там такой широкой большой работы не ведется. Спустя почти 200 лет после Гиганова попытки создания письменности на сибирском татарском языке на основе русской графики были предприняты филологом Насибуллиной, одной из учениц Диляры Тумашевой. Она издала в Тюмени книгу «Алифба», первый букварь тоболо-иртышских татар. Однако тираж этой книги был настолько мал, 500 экземпляров, что он прошел мимо вообще просто и научного, и учительского сообщества. В начале 90-х годов проблемы сибирско-татарского языка широко обсуждались на разных конференциях, в том числе на одной из конференций, которую организовал Андрей Владимирович Головнев, который в то время работал в Тобольском педагогическом институте. И сборник, который он издал, сборник вот этих материалов конференции, он очень интересен. Там разные мнения представлены и ученых, и общественников, которые говорили о том, что надо действительно сохранять, развивать сибирско-татарский язык.
Но, к сожалению, опять же, все это так на этом и остановилось. 99-й год, я вспоминаю, вот я говорю о начале 90-х, да, когда Головлев организовал эту конференцию, 99-й год, в татарском центре в Тобольске, как воспоминание об этой конференции, висят вырезки из газет, значит, где вот упоминается как раз об этой конференции и о том, как вот все это вот начиналось. Ну и, к сожалению, вот к 99-му году ничего, так сказать, развито, ничего продолжено, к сожалению, не было. В 94 году в Тюмени вышла очень интересная такая книга Ханисы Чавдатовны Алишиной под названием «Боль моя и радость. Язык сибирских татар», где были собраны статьи, опубликованные ею в различных газетах и материалах конференции. В каждой статье говорилось об уникальности языка сибирских татар, о необходимости его сохранения. Не прошло и 10 лет, как Ханиса Чавдатовна поменяла свою точку зрения на прямо диаметральную. Со страниц тюменской газеты «Янарыш» она стала призывать сибирских татар отказаться от позорного названия «сибирские». Меня это удивило, просто до глубины души просто поразило. Из последних выступлений Ханисы Чавдатовны хочется отметить ее призыв, опять же, в тюменских средствах массовой информации, начинать изучать татарский литературный язык уже в детских садах. Ну, ученики, которые все-таки были у Ханисы Чавдатовны, которые учились у нее, когда она еще была молодым кандидатом наук, они разочарованы просто своей учительницей, которая вот так вот... Они продолжают что-то делать, развивать себе татарский язык и поддерживать его, а она же вот так вот отвернулась, совершенно перевернула свое мнение. Ну, этому есть определенные причины, я просто их упоминать здесь не буду. В 2010 году сибирско-татарский язык был внесен ЮНЕСКО в число явно подвергающихся опасности исчезающих языков России. В это же время, именно с 2010 года, началась работа по нормированию сибирско-татарского языка. Тюменский ученый-лингвист, как раз вот один из учеников Ханисы Чавдатовны, кандидат филологических наук Максим Александрович Цагидулин, разработал и выпустил в свет несколько учебных пособий. Фонетика и графика современного сибирско-татарского языка, русско-сибирско-татарский словарь, грамматика современного сибирско-татарского языка. Инициативу ученых поддержали тюменские поэты. Стали выходить сборники стихов и прозы на сибирско-татарском языке. Но я, может быть, неправильно произнесу название на сибирско-татарском. Эткем келете, хочу сказать, Цейлмаган Ацак, неочерченный круг, Кунленемнен от души, Цигнау, тоска. Это вот Клара Кучковская, достаточно известная в Тюменской области поэт. Алтын Сагыш, Золотая грусть Муниры Хуснудиновой. Вышел в свет фольклорный сборник песни, баиты и мунаджаты сибирских татар Луизы Сурметовой. За последние несколько лет учеными и общественными деятелями изданы пословицы, поговорки сибирских татар, автор Гульсифа Бакиева. Сибирские татарские пословицы, поговорки уже вслед были выпущены общественным деятелем Тюменской национальной культурной автономии Фативой Маргановой. Гульсифа Бакиева выпустила словарь имен сибирских татар, словарь народной разговорной лексики, тематический словарь сибирско-татарского языка. Фатима Марганова, как член НК Сибирско-татар Тюменской области, выпустила в 2019 году сибирско-татарско-русский словарь. Это то, что касается языка. Но помимо этого периодически выходят в различных научных изданиях статьи по сибирским татарам, по разным аспектам культуры сибирских татар. Вот это и Гульсифат Бакиева, и другие ученые, омские ученые продолжают работать в этом направлении. Но такая сложилась интересная ситуация, что омские ученые, работая в основном в Омской, Томской и Новосибирской областях, пришли к выводу, что все-таки влияние поволжских переселенцев на сибирских татар было значительным, и сейчас уже нельзя говорить о сибирских татарах в этих областях. К сожалению, выводы по этим трем областям, они переносят и на Тюменскую область. А в Тюменской области совсем другая ситуация. Там поволжских переселенцев было не так много. Они все прошли на восток. В основном 14 тысяч переселенцев
в конце 19-го, начале 20 года ушли в Сибирь, но Тюменскую область они миновали, потому что земли были заняты, а там более-менее свободные земли были, поэтому они прошли туда. И говорить, что 14 тысяч поселились только на территории сибирских татар, ни в коем случае нельзя. Они ушли дальше, вплоть до Байкала и Дальнего Востока. Поэтому о влиянии поволжских переселенцев на культуру, язык сибирских татар можно говорить где-то по каким-то локальным территориям. Там и в Омске, понятно, да, в Омске действительно ситуация такая достаточно сложная. И там интересные происходят процессы. Там действительно выпускаются газеты на татарском литературном языке. Там проходят различные мероприятия на татарском литературном языке. Это замечательно, действительно очень интересные мероприятия. Но, конечно, было бы хорошо, если бы что-то параллельно шло и на сибирско-татарском языке. Как-то все вот это объединение, оно немножко не в том направлении. Но что говорят омские коллеги активистам, которые работают в национальной культурной автономии Сибирско-Тюменской области? Вас много, вы что-то делаете, а вот нас мало, и вот мы не можем. То есть, там не хватает просто лидеров, которые бы взялись за это дело, именно за сибирско-татарский язык, и стали его там как-то поднимать и, значит, что-то, так сказать, дальше все это развивать. И вот, действительно, национальная культурная автономия Сибирско-Тюменской области, она объединила в своих рядах и ученых, и юристов, и общественников, и работают действительно и поэты, писатели. Стихи одной из поэтесс сибирско-татарских были включены, Галии Абайдуллиной, были включены в антологию стихов народов Российской Федерации. То есть это уже такой достаточно большой шаг вперед был сделан. В Тюмени, опять же, НК Тюменский татар выпускает газету «Кабер-ЦС». Так сказать, она периодически выходит, то есть по мере того, как материал набирается. И она на сибирско-татарском и русском языках. То есть, опять же, это большой плюс к тому, что люди будут понимать, не только сибирские татары, но и русскоязычное население будет понимать, о чем говорится в этой газете. Подобные газеты, правда, на татарском литературном и русском выходят в Омске и в Новосибирске. Но это тоже большой плюс, то есть люди понимают. В Тюмени, к сожалению... Да, в Тюмени, я скоро закончу. В Тюмени, к сожалению, этого понимания нет. Там выходит газета на татарском литературном «Янарыш», и там пишут о проблемах сибирских татар, освещают какие-то события, но все это на татарском литературном, к сожалению, и многие сибирские татары называют ее макулатурой. Говорят, лежит у меня там макулатура, это «Янарыш». Да, выписывал когда-то, сейчас, говорит, и даже не хочу выписывать. Неинтересно, говорят мне, потому что непонятно, потому что язык, значит, сидеть и выискивать знакомые слова людям просто неинтересно. В 2014 году в Тюмени был выпущен библиографический указатель. Так, я немножко слайды, значит, попытаюсь здесь показать. Так, куда направлять-то? Был выпущен библиографический указатель литературы о сибирских татарах, куда были включены научные монографии, статьи, авторефераты, диссертации, тезисы, конференции, конгрессов, симпозиумов, научно-популярные публикации, справочные материалы, биографические данные и прочее. Всего в указатель вошло 6803 названия. Хронологически были охвачены публикации с 2018 по 2013 год. С тех пор их количество только возросло. И поэтому, основываясь на этом, надо сказать, что отмахнуться от существования сибирских татар как отдельного этноса, отмахнуться от существования сибирско-татарского языка как отдельного языка, а никак не диалекта татарского литературного, никак нельзя, что предлагают нам казанские коллеги, к великому сожалению, и у нас постоянно с ними об этом идут споры. На этих слайдах немножко я хочу показать именно сибирских татар, что они из себя представляют, и немножко о работе национальной культурной автономии. Национальная культурная автономия постоянно проводит полевые выезды, где общается с людьми, где устраивают концерты, где поют песни на сибирско-татарском языке, поэты читают свои стихи.
И нет такой цели навязать какое-то свое мнение. Нет такой цели навязать мнение, что вот вы сибирские татары, и в переписи должны записаться сибирским татарам. Нет. Люди сами понимают, да, действительно, вот он наш язык. Вот он наш язык, красивый, родной язык наших матерей, отцов и дедов. Вот. И когда уже с людьми разговариваешь, они говорят, да, действительно, это мы. То есть они себя уже идентифицируют. И вот это вот морок, вот это облако, так сказать, которое пытаются навязать им из Казани, оно уходит. Тибетские татары проводят праздники традиционные, значит, поминовения усопших. Катым-Аш, скажем, который вот, скажем, поминовение на Астана. Значит, Астана – это могилы шейхов, которые приносили ислам в Сибирь. Периодически в разных деревнях такие вот могилы, даже они существуют, но даже находятся. То есть люди знают, что они здесь находились, они даже ограды новые ставят. Вот. И 2 года подряд уже был проведен сибирско-татарский диктант. Вот очень радостно было слышать, что диктант был проведен на северо-западном диалекте башкир. У нас такая работа тоже ведется. Не очень много пока еще людей приняло участие в диктанте, но желание проявили многие. Они говорят, шире освещайте это мероприятие, и мы будем принимать участие в этом диктанте. Вот. И вот периодически мы проводим экспедиции в разные районы, от Заболотья до самых южных районов Тюменской области, собираем различный материал. Вот. Но, к сожалению, приходится признать, что старшее поколение уходит, и уходят вот это вот, так сказать, уходят знания, которые среднему поколению и младшему передаются очень слабо. Когда с представителями среднего поколения начинаешь разговаривать, они говорят, да, вот что-то бабушка говорила. И вот как-то на этом что-то, значит, все и прерывается, к сожалению. Но пока и существует еще, пока есть, слава богу, живы старики, мы с ними пытаемся общаться и как можно больше собирать информации. Вот это вот традиционное захоронение сибирских татар. Вот, и вот такие, значит, есть, и вот такие. Вот это Астана. Это Астана, значит, одного из шейхов. Это Астана в деревне Нижние Орензяны, вот такая вот рядом с мечетью на берегу Иртыша. Это ограда, опять же, сделана недавно, вот буквально в этом году. И вот, так сказать, увековечили, опять же, память одного из шейхов. Вот второй справа, значит, стоит Максим Александрович Сагидуллин. Вот там с того края Фосия Марганова. Вот такие лекции проводит тот Максим Александрович Сагидуллин. Я провожу лекции, Гусват Киевна Бакиева проводит лекции, значит, где вот освещаются, значит, проблемы сибирских татар. Кстати, большое дело сделали башкирские коллеги. Они приехали к нам в Сибирь и сняли фильм о сибирских татарах. Вот, и мы очень им благодарны за это и надеемся, что будем продолжать сотрудничество. Так, вот это о культуре немного сибирских татар, я тоже заканчиваю. Сохраняются многие праздники, я вот говорил уже, Катым-Аш, повиновение усопших, Сюнат Той и так далее. А это один из праздников, который не везде распространен у сибирских татар, Амаль. Вот, и по таким вот данным, что это принесли сюда выходцы из Бухары. Бухарцы, ираноязычные, персоязычные бухарцы, таджики. Вот. И Амаль сохранился до сих пор, несмотря ни на погодные условия, ни на коронавирус, люди проводят, значит, эти вот, значит, это празднование. Так, включите там, пожалуйста, там есть видео. Вот. Собирается вся деревня, и с самого раннего утра, с 6 часов утра, проходят всю деревню и кричат «Амаль, Амаль». Это как бы призыв весны. Амаль – это первый месяц весны, арабо-персидское слово. Люди от каждого дома кидают деньги, сладости, особенно дети рады этому, значит, подбирают. И вот где-то к 12 часам, с 6 до 12, значит, это мероприятие проходит во всей деревне, и люди уже расходятся по домам, где устраивают праздничную трапезу. Вот. И вот
в общем-то, я думаю, что, но, к сожалению, еще раз могу сказать, что я очень рад, что в Башкирии правительство поддерживает любые исследования по башкирам. Мы таким похвастаться, к сожалению, не можем. Наше правительство не понимает важности и нужности сибирско-татарского языка. Ну как же, есть татарская литература, вам достаточно. То есть вот на этом все и заканчивается. Я вот говорил об издании книг. Книги издаются с большим трудом, большим боем и далеко не всегда за счет администрации Тюменской области. На этом все. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы? Пожалуйста, Булат Петрович. Спасибо большое, Юрий Николаевич, за очень интересный доклад. Я хотел задать вопрос, какие-то элементы родовой структуры сохраняются в современных сибирских татар? Почему я задал вопрос? Потому что вот, по 17 веку такой род за Урале Терсеки. А вот я смотрю генеральное межевание начала 19 века, терсютские юрты уже пишутся как сибирские татарские. То есть фактически вот произошла смена идентичности. И вот есть ли сейчас какие-то воспоминания о родовых структурах? Мы не занимались специально этим вопросом. И только, знаете, когда вот приехали в прошлом году на конференцию «Тюрки России», мы поняли, что необходимо этим. Ну, мы и так до этого понимали, но просто увидели, что делается в Башкирии. Вот эти вот Шажара Байрам. Вот, нам тоже надо делать что-то подобное, пока мы еще этим не занимались. Хотя мы знаем, и вот классификацию делал Томилов. Вот по разным там, как говорится, родам, где присутствовали даже там каракалпаки, где вот кыпчакские чистые роды там и так далее, и так далее. Все это делалось. Но мы не продвинулись в этом, к сожалению, пока еще. Но надеюсь, что будем. Да, влияние Казани как раз можно построить как отпор именно на влияние родовой структуры. Да, мы тоже об этом думали, да. Вот род Бекатин, да, юрты Бегетинские в Агайском районе. Опять же, Хатан, да, Хатан это, скорее всего, Кидани, да, Катай. Вот, то есть это вот все можно это поднять, пока вот мы только в начале пути, как говорится, в этом направлении. Спасибо, продолжу. Вот эта Бекатинская волость, Башкир, она в окрестностях между Челябинском и Свердловском. Вот, то есть это достаточно небольшая была группа, скажем, Башкир, рубеж 18-19 века. Но она сохранилась, конечно, но уже, как говорится, немножко в другом формате. Музей говорит, там переходящие вот эти процессы шли на Урале. Да. Спасибо. Уважаемые коллеги, у кого какие вопросы еще есть, Юрий Николаевич? Если нет, скажем спасибо тогда, Юрий Николаевич.